Сегодняшнюю поездку главы республики по чеченской столице можно смело назвать велоинспекцией. В самом начале пути Рамзан Кадыров пообщался с сотрудниками ДПС. Одной из первых улиц, по которым прокатился Рамзан Кадыров, стала улица Буачидзе. У главы республики нашлось немало замечаний к ее санитарному состоянию, о чем он и сообщил мэру Грозного по телефону. Совсем скоро Рамзан Кадыров встретил сотрудников Ленинской префектуры и поручил им лично пройтись по улице и ознакомиться с тем, в каком состоянии она находится. Следующий пункт – велопрогулки с территории, расположенной рядом с ЧГУ. Она оказалась почти заброшенной, что также вызвало недовольство Рамзана Кадырова. Как выяснилось, это сад, который находится на балансе Минсельхоза. Глава республики поручил первому вице-премьеру заняться этим вопросом. Первому вице-премьеру и мэру столицы, подъехавшим чуть позже, Рамзан Кадыров еще раз напомнил, что такая картина фактически в самом центре столицы недопустима. По пути располагался и детский сад «Аист». Воспитатели пожаловались главе республики, что улица Сафонова перекрыта, и родителям приходится совершать немалый путь, чтобы дойти сюда. Рамзан Кадыров сразу же отправился к перекрытой улице и поручил городским властям открыть эту дорогу. Затем глава республики побывал на одном из главных проспектов чеченской столицы. Увидеть Рамзана Кадырова на велосипеде, да еще и без охраны, участники дорожного движения явно не ожидали. Глава республики также посмотрел, как проходит подготовка экспозиционной площадки к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. На главной площади рядом с центральной мечетью будут расположены национальные подворья 7 команд участников состязаний. Рамзан Кадыров пообщался с установщиками декораций и поинтересовался ходом работ. Прокатился Рамзан Кадыров и по проспекту Путина, затем, свернув на Дагестанскую, выехал на улицу Ларсанова, после чего побывал в торговом центре «Беркат» и в сквере журналистов. Чуть позже в Инстаграм глава республики написал, что решил поездить на велосипеде и посмотреть улицы Грозного, а также пообщаться с его жителями. Он отметил, что чеченская столица известна как город красивейших фонтанов, садов, скверов и парков. Поэтому у нас не должно быть ни одного скверика, не радующего глаз горожанина или гостей республики. Азия Исаева, Адам Чекуви, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики в новости.